Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Мощным татарским символом уходящего лета стала опера «Карапулат», которая была представлена в Булгаре. Композитор Эльмир Низамов, режиссер Георгий Ковтун, автор либретто Ренат Харис серьезно постарались, чтобы языком театрального представления рассказать многовековую татарскую легенду Янмытар Ханкас, которая стала фундаментом для оперного нарратива. Более того, творцы несколько лет грезили о том, чтобы оперу «Карапулат» показывать без конца не на театральных подмостках, а перенести оперу в сам Булгар, в сеттинге которого и разворачиваются основные события произведения. Очевидно, что это удалось сделать не без содействия первого президента Татарстана и государственного советника Минтимера Шаймиева. Правда, тут нужно сказать одно существенное «но». Изложение легенды Ренатом Харисом в виде произведения, его перенесение на театральные подмостки лишили серьезного контекстного смысла самой легенды Ялмытар Ханкас. Ведь, просмотрев оперу-шоу в Булгаре, что сможет понять человек, не искушенный знаниями о Великой Волжской Булгарии, и о самой легенде, и о достанах татарского народа? По факту получается какая-то любовная история между дочкой хана и ее возлюбленным. История о злом завоевателе Тамерлане, который напал на отечество хана. История о Чуте, сожженной в черной палате, Карапулат. Дочь Айша, кстати, там не сгорает. Вот так получается история о банальном чуде, которое получается тогда, когда наступают тяжелые времена, катаклизмы и беды. А где же активность, деятельность, приложение усилий людей и главных персонажей, чтобы преодолеть случившуюся беду? Не сводится ли все в банальную русскую сказку про Емелю дурачка, который лежит на печи и ждет волшебную щуку? Кстати, в первоисточнике, то есть в легенде Ялмытар Ханкас, Черная палата определяется как хкм палатаса, то есть административное здание. Если что, так это в легенде Ялмытар Ханкас очень важный посыл о государственном опыте татар. Но об этом чуть позже. Не хотелось, конечно, критиковать театральный язык повествования, не будучи компетентным в этом деле. Так или иначе, но благодаря этим попкорновым и простым экшен и лав историям удалось создать впечатляющие, интересные образы главных персонажей, воссоздать образ причудливого Востока, органической частью которого были и продолжают оставаться татары и сегодня. Красивая картинка оперы может приманить к себе внимание зрителей, обертка, фантик, грубо говоря, удался на славу. Однако такие легенды и эпосы, как, например, Ямытар Ханкас, глава Дастан Аксак Тимур, повесть о Тамерлане из произведения анонимного автора Дафтары Чингиснаме, Қырық қыз, Утсыз Қайнытырған Казан, Туйбика Казана, на самом деле представляет собой одно единое полотно, которое рассказывает о нападении на Булгар безжалостного правителя Тамерлана. То есть татарский народ из поколения в поколение, из уст матерей и сказителей шащанов, в уши детей вкладывает знания, как великий и древний город Булгар, Олох Шахар, Шахратле Булгар, был подвергнут безжалостному разорению, разрушению восточным деспотом и тираном Тамерланом примерно в 1380-1390-х годах, когда он воевал с золотоордынским ханом Тохтамышем. Причем его жестокость даже по меркам сурового средневековья определяется экстремальной и принесшей трагедию, катастрофу татарскому народу, и нанесший удар по его опыту государственности. С именем Тамерлана звучит та боль, что татарский народ ощутил от убийства правителя булгарского вилаята Золотой Орды Абдуллы хана. Именно вторжение Тамерлана на города булгарского вилаята Золотой Орды на берегах Камы запустило массовую миграцию татар на север и северо-запад. У казанского историка Дамира Исхакова даже есть книга «Между Булгаром и Казанью». Это политические процессы в булгарском, казанском вилаяте в 60-70-х годах 14-го, 40-х годах 15 веков, где как раз через призму этих легенд и дастанов описывается этот
государственно-исторический трек из Булгар в Казань, который пришлось совершить татарскому народу после вторжения Тамерлана. Небольшой пересказ самой легенды Янмый-Тархан-кыз для тех, кто еще не видел и не смотрел оперу «Карапулат». Итак, Тамерлан Аксак-Тимур нападает на город Булгар, забирает в строении Карапулат, Черная палата, правителя города Абдулухана со всей его семьей и поджигает это здание. Дочка хана Айша каким-то чудом остается живой, хотя вся ее семья погибает в огне. Каким-то образом остается в живых и ее младший брат Шеунибек. Удивившись этим чудом, Тамерлан забирает с собой в Самарканд Айшу и Шеунибека и заставляет их прислуживать в своем дворе. Вместе с этим легенда гласит, что у Габдуллы хана остались в живых два старших сына – Алибек, Калибек и Алтынбек, которые тайно были вывезены, когда Тамерлан вторгся в булгарский вилаят. После смерти Тамерлана Айша и Шеунибек продолжают прислуживать его сыну. Затем им удается сбежать из плена, и они направляются обратно в родные земли. Они возвращаются в некий город под названием Кашан. Это крупный город со времен Волжской Булгарии, археологические останки которого находятся у села Шуран, нынешнего Лаишевского района Татарстана. Затем Айша выходит замуж за полководца, одного из своих старших братьев. Полководца зовут Хозятас или Сафин Харака. И этот полководец оказывается вместе со старшим и выжившим сыном Абдулы-хана, то есть с Алтынбеком, в свое время заложили город Иске-Казан. Это городище Иске-Казан сегодня историко-культурная достопримечательность Воскогорского района Татарстана, если что. Недалеко от Иске-Казан есть деревня русско-татарская Айша, тоже Воскогорский район Татарстана. Местные жители, согласно записям казанских дореволюционных краеведов, показывали здесь могилу легендарной Айша-Бике в своей деревне, тем самым отсылая к легенде Янмый-Тархан-кыз. Прав был государственный советник Мусимер Шамиев, когда в своей речи на первом представлении оперы в Булгаре сказал, что представить легенду о несгораемой девушке непосредственно в самом Булгаре – это такая вековая мечта татарского народа. И что мы на самом деле до сих пор не осознаем, как мы этого добились, что мы сделали. Мне кажется, даже мы до конца сами еще не осознаем, что мы тут натворили за эти годы и доказали свою состоятельность. Я вот каждым разом думаю, за такой короткий период времени взяться за вековую мечту, так будем говорить, и ни одного века людей, как увековечить Булгар, людей, которые его обосновали, жили, творили, пахали, сеяли и проходили через все тяготы. События, то, что произошло в этом году, это эпохальное. Она ничего почала влюбляться, башкасимой. Вообще, историческая фигура среднеазиатского правителя Тамерлана для татарского народа не меньше демонизирована, чем, скажем, историческая фигура Ивана Грозного. Отметим, что в исторической науке сформировалась позиция, что это именно татарские исторические свидетельства, сведения, источники заявляют, что город Булгар был разрушен Тамерланом, ну или его полководцами с отрядами карателей, тогда как другие исторические источники, да даже придворные биографы самого Тамерлана не сообщают и не фиксируют это событие. Хотя вроде как славная ведь победа, военная добыча Тамерлана, достойная памяти и восхваления. Быть может, у Тамерлана были какие-то поражения или стратегически позорные поступки, раз певцы двора проигнорировали момент со взятием города Булгар. Тем не менее, не только татарская легенда Янмый-Тархан-кыз описывает вторжение Тамерлана и разрушение города Булгар. Приведем краткие пересказы еще нескольких других легенд. Легенда Кырык-кыз, 40 девушек. В стародавние времена правил в Булгаре справедливый хан, который заботился о своих подданных, помогал обделенным, распространял ислам, строил мечети и медресе. За его праведность враги не имели храбрости воевать с ним. И вот Тамерлан нападает на его город.
Он убивает приближенных хана, его друзей, забирает себе их жен и дочерей, раздает их своим визирям. И вот недалеко от Булгара в ханском сарае узнает о нападении Тамерлана 40 девушек. Кем именно они приходились булгарскому хану, в легенде не уточняется. Сообщается, что девушки надевают на себя доспехи, железные сапоги и с песней направляются в Беляр, чтобы хотя бы этот город попробовать отстоять от нападения Тамерлана. Он в итоге нападает, и на этот город все 40 девушек погибают в битве с ним. Сегодня место их погребения называют как Кызлар Зирата, могила девушек. Это Татарстан, рядом с городом село Белярск, между прочим. Утсыз кайный тұрған Казан. Казан, который вскипает без пламени. Долго не мог взять Тамерлан город Беляр. Долго он осаждал город, и все безрезультатно. И вот решил он переодеться в одежду нищего и наведался в жилище одной женщины в Беляре. Женщина была очень болтливая и не знала, что перед ней на самом деле предстает переодетый Тамерлан. «Вот», — говорила женщина, — «Тамерлан все никак не может взять наш град Беляр, как бы он с нами не сражался. Он возьмет город только если привяжет горящие фитили к лапкам голубей». Тамерлану только это и нужно было. Он признался, что является Тамерланом, и сказал, чтобы она убиралась прочь из города, потому что теперь он знает, как взять город. И напоследок ей сказал: «Уходи до тех мест, где на земле вскипит без огня казан. Там не останавливайся», — сказал Тамерлан. Женщина его послушалась и вышла в путь со своим казаном. И вот она достигла как-то одного из мест, поставила на землю казан с водой, и казан вскипел. Там не остановилась она, там и поселились другие люди. А место это назвали Казан, Казань, откуда и берет свое название город Казань. Практически идентична этой легенде другая легенда Казан-Тюбеки, где также рассказывается, что Тамерлан разрушил город Болгар. Выжившая в погроме женщина по имени Тюбека берет с собой Казан и находит место, где он вскипает без огня. И это место и становится в итоге городом Казань. Так или иначе, но большинство легенд четко называют Тамерлана супостатом, причинившим разрушение таким городам, как Булгар и Беляр. Абсолютно все легенды повествуют о девушках и женщинах, которые принимают непосредственное участие в этом трагическом падении булгарских городов. Именно женщины становятся неким символом-звеном между Булгаром и Казанью, символом надежды на возрождение Родины после разрушения Тамерланом. Между прочим, восхваление женской смелости, женщин-героев, причем в таком сугубо средневековом мужском предприятии, как война, в исключительно патриархальном мире явление уникальное и оттого ценное. Народ, как правило, слагает легенды о батырах, о правителях-мужчинах и ими восхищается. Но тут татарский народ из поколения в поколение подчеркивает судьбоносность поступков или героизм именно женщин, девушек. В итоге получается своеобразная ситуация с постановкой оперы «Карапулат». Да и вообще с самим содержанием произведения «Карапулат». Да, на первый взгляд произведение весьма поверхностное, скромное на детали, разваливающееся на отдельные красивые примитивные нарративы, но без целостной картины понимания. Да, ценителям атмосферы, декорации, а в случае с представлением оперы в Булгаре и цветосветовых спецэффектов, костюмов, оперного пения, произведение «Карапулат» очень понравится им. Однако люди, более сведущие в истории татарского народа, знакомые с его многовековыми легендами о падении города Булгар, Беляр, вряд ли удовлетворятся этим произведением. Хотя, неужели так тяжело включить в повествование «Карапулат» несколько важных пасхалок, отсылок, намеков, которые бы расширяли контекст понимания события пьесы? На мой взгляд, истинное значение легенды Ялмы Тырган Кыз и схожих с этой легендой других легенд нужно понимать так. Татары испокон веков передавали важное знание, что Восток, воплощенный в образе Тамерлана, не такой уж и добрый. Восток Тамерлан беспощаден, деспотичен, жесток и таит в себе угрозу.
Так что из-за сказаний, из-за памяти о разрушении Булгара Тамерланом татары трезво смотрят как на восток, так и на запад. Памятуя о попытках насильственного крещения, конечно же. И взгляд этот на восток и запад без иллюзий и без ожидания чего-то прям уж хорошего от них. Поэтому закономерно, например, неприятие татарами попыток установить памятник Тамерлану в Самарской области, что случилось в прошлом году. Смотреть подробнее здесь, в описании под видео будут ссылки на эти самые видео, где мы подробно разбирали эту историю с попытками установки памятника Тамерлану в России. Татары из-за этих сказаний и легенд признают ведущую роль в истории женщин, что женщина тоже двигатель событий. А что, разве не так? Неужели нельзя было на этом хоть как-то сделать акцент в опере? Представление оперы-шоу в Булгаре заканчивается как-то драматично, с песней, исполненной заунывно и грустно, трагично. Так и непонятно, что же стало с выжившей дочкой Аиши, но ведь легенда про несгораемую девушку заканчивается на самом деле хэппи-эндом и является собой мощный символический образ передачи исторической, государственнической эстафеты из Булгар в Казань. Айша-Бике – это не просто чудо, а еще и символ возрождения татарского народа и воли к свободе. Ведь из плена Тамерлана она вместе со своим братом Шевнибеком сбежала в итоге. И ее старшие братья нашли силы и основали город Казань, то есть Иск-Казан. Вот этих всех смыслов и не хватает как раз публике, которая знает татарские легенды, которая понимает их смыслы. Почему эти легенды передавались из поколения в поколение, бережно сохранялись и досочинялись подробностями. Упрощение сюжета легенды вряд ли их удовлетворит, еще раз я повторюсь, но нужно отдать, конечно, должное Минтимеру Шамилу, выразить ему благодарность за то, что хоть такая версия легенды о несгораемой Айше-Бике была представлена в самом Булгаре. Хотя бы так. Есть надежда, что дополненное произведение Карапулат еще ждет своего автора, ждет своего часа для постановки